Ассаламу алейкум рахматлахи баракату. Так, чтобы потом не подумали, я уже как бы в Телеграме себе уже как бы это ответил, да, как бы в своем Телеграм-канале. У меня 3 Телеграм-канала, можете подписываться, группы, да, как бы канал, группа, я не знаю, как это назвать можно. Хайрлы киш, дуслар туганлар. Произошел какой-то инцидент, да, ведь с рабочими с Казахстана, получается, в этот раз. Как обычно, если вы помните, какие-то проблемы были с русской общиной раньше в прошлом, с узбеками, там, с таджиками, с кыргызами, и у них между ними какие-то терки были. И постоянно как бы это, как бы ОМОН всегда им затыкал, как говорится, все, что можно заткнуть. В этот раз то же самое, но самое интересное, конечно, печально, что это происходит с манкуртами, чеченцами. Я этих чеченцев, как говорится, нормальными не считаю, потому что это манкурты, те, которые тусуются, как говорится, приближенно в России, приближенно в таких работах, охранники, они любят везде охранниками быть, там вот этот весь Кавказ, получается, любят они охранниками быть. Да, и вот такая ситуация произошла, да, но это очень, как говорится, некрасивый с их стороны жест. Я думаю, их родители, наверное, бы этого такого происшествия не дали бы, так сказать, огласки. Но это, видите, все происходит на видео. Это не вы снимаете, не мы снимаем, это люди снимают, потому что кипиш, как говорится, серьезный. В прошлых годах тоже несколько раз такие стычки были с узбеками, если помните, прессовали узбеков, потом ОМОН приезжал, что-то с ними происходило. Мы сколько об этом тоже разговаривали, говорили. Шунарга Дуслар, что я могу сказать? Да, в первую очередь, это от человека зависит. Если человек по своей воспитанности, он кичливый, да, ведь вот кичится постоянно, да, ведь с таким человеком мы далеко не пойдем. Поэтому я в данный момент, не зная даже конкретного происшествия, могу сказать конкретно вам, пусть даже там будет казах виноват, но я буду топить за казахов. Почему? Вы можете сказать, братья туда-сюда. Нет. Почему? Потому что я знаю, как говорится, чеченцев, что они своей кичливостью, как говорится, уже все рамки перешли в моей жизни и так далее. И мы знаем, кто такие чеченцы. Поэтому есть дегенераты, которые, как говорится, кичатся своей кичливостью, а есть нормальные, нохчалар. Поэтому мы должны понимать, Дуслар, если мы таким образом не будем вычислять нормальных и ненормальных, то у нас будет вот эта война будет, междуусобица. Выговорить даже невозможно, ауза натащим. Короче, поэтому, Дуслар, что я могу сказать, что я хочу сказать? Мы должны понимать, что вот это то, что сейчас бардак идет, творится, да ведь, это не те люди, которые будут уничтожать Москву. В первую очередь мы должны понимать, вот даже вот недавно у меня был инцидент, и вы, если помните, я загружал видосик о том, что на меня было нападение чеченца. Ну, наркоман. Чеченец-наркоман, курит кокс или там, не знаю, короче, конченый, так сказать. Поэтому, когда я не хотел вообще это сейчас говорить, но решил сделать, почему? Потому что у меня сейчас чуть-чуть эфир, я хотел вообще эфир делать, ну, иншаллах, на эфире тоже мы будем это более обширно обсуждать, но я пока решил так записать. И именно имеется в виду, я здесь, сколько я вот 4 года живу, мне, альхамдулилля, попадались хорошие чеченцы, с кем я до сих пор дружу, и мы общее как-то понимание нашли друг друга, потому что они реально добрые люди, понятливые и так далее. Никакого у них там нету всяких наркоты и так далее у них в голове. Они адекватные люди. А тут вот такие вот бестолочи попадаются, оказывается, по дороге. Если вы помните, даже хочу напомнить, что один год с кем я ехал с двумя чеченцами, кого я вез, так сказать, мы переезжали с одной страны на другую, там несколько стран ехали, и я был как путеводитель. И тогда попался один чеченец, который украл у меня телефон. Я был в шоке, блин. А другой чеченец про это сказал. Потом через какое-то время. Я вам рассказывал в своих эфирах. Этот чеченец рассказал, что у тебя украл телефон тот чеченец. Понимаете, да? И как бы здесь неудивительно. Поэтому, когда люди кичливые, мы должны кикердагеннан босрага. Кикердагеннан, чтобы вы понимали русское слово, кикердаг это вот это. И мы должны давить.
И мы обязаны давить таких людей. Разницы нету. Хоть они инопланетяне будут, чеченцы будут, я не знаю, кто они будут, мне по барабану. Мы должны их давить. Почему? Потому что мы, если хотим уничтожить Москву, давить, мы топим за честность, за правильность, за адекватность. Нам не нужны, как говорится, соседи на Кавказе, которые на голову больные. Нам не нужны такие люди. Как говорится, если мы молчим, это не означает, что мы боимся. Мы делаем сабр. И поэтому каждое государство в дальнейшем, независимым, в Башкортостане, в Татарстане и так далее, Казахстан, когда мы со всеми с вами будем, как говорится, вести какие-то общие диалоги и так далее, после, как говорится, уничтожения Москвы, мы должны жить в адеквате. Я вам 1000 раз об этом в своих каналах, в своих эфирах рассказывал, что мы должны быть лучше того, как мы сейчас находимся. Почему? Объясню. Потому что мы, как говорится, выкинем, как говорится, этих узкожопых от наших, так сказать, земель, да, и после этого они же будут на нас смотреть. А, вы же там пересретесь, у них же есть такая движуха, вы же, они говорят, пересретесь, а потом как вы будете жить, вы же друг друга убьете туда-сюда, и типа они контролируют, они создают мир. Вот чтобы вот этот заткнуть узкий мир, вы должны быть примером для своего народа. Примером для своего народа. Это касается башкиртов, татар, чечен, Дагестан, всех адекватных, казах, узбек, всех. Всех это касается. Поэтому мы будем делать сабр, само собой. У каждом народе есть урод. Есть урод в каждом народе. Поэтому, чтобы этих уродов не размножать, я еще раз повторяюсь. Давайте воспитывать в своем народе терпимость. Терпимость к другим народам. Не в том смысле, что ты должен быть кичливее нас. Да, ведь там, если ты чеченец или кто-то там, ты должен кутынны кысырга. В любом понимании. Руки распускать тебе, как говорится, никто не дает права. Понимаете? Поэтому, как говорится, если у тебя нет терпимости, воспитай. Воспитай в себе терпимость. Понимаете, меня, альхамдулилля, воспитали в Узбекистане, потом в Башкортостане. У нас никогда первым руку не поднимают. Мы не поднимаем руку никогда первым. У нас нет такого воспитания. Но вот здесь от нетерпимости человека, ну потому что человек конченый наркоман, от него я получил, как говорится, этот удар, да, так сказать. Первым. И я максимально его удерживал, чтобы я не шлепнул его, как говорится. Че, я не могу шлепнуть, что ли, бах, и, как говорится, проблем нету в этом. Но воспитание, сабр, и ради Аллаха. И самое главное, Дуслар, и самое главное, ради Аллаха. Я всегда Аллаху прошу, а у Аллаха дуа делаю всегда, чтобы мы не били по лицу никого, никогда не били, потому что Аллах Та'аля нам запретил бить по лицу. А если так посмотреть, весь Кавказ, весь Узбекистан, там все борцы там мордобоем занимаются. Многие занимаются боксом, моксом, короче, вот этой ерундой, короче, кикбоксинг, где вообще голыми без перчаток бьются там до крови. Это полностью неверие. Неверие. Это люди, которые как будто бы верят, а в то же время занимаются харамным спортом. Поэтому, исходя от этого, это демагогия. Много можно говорить сейчас, и у класса мне надо за 10 минут. Поэтому, Дуслар, это чисто пока мои самопроизвольные мысли, которые я должен буду уже озвучивать, расчленять на своих эфирах, иншаллах. Но самое главное, давайте не будем кичливыми, не будем кичливыми. Поэтому у каждого, и у казаха, и у узбека, у татара, у башкирта есть узина намус. Намус есть. У каждого есть свой намус. Как это, я не знаю, как по-русски будет. Вот давайте будем у каждого вот это воспитывать. Если вот этот намус у вас получается уничтожен у вас, да, ведь, то считай, что пиши пропало. Поэтому давайте воспитывать в себе честность и во всем честность. Не будем лицемерами, давайте будем жить дружно, давайте просто вместе соберемся и уничтожим Москву. Понимаете? Поэтому вы суть мою поняли, я склоняю только мысль уничтожить Москву. Другого варианта у нас не должно быть. Воевать между собой нам это тупизм, это позор. Давайте.